Жыве Беларусь! Шановні сябры, вялікі вам дзякуй. Сёння катынская тэма. Так атрымалася, што в 2009 годзе, калі все-таки Всходняя Европа продавила европейские структуры, что мусит быть День памяти ахвяр сталинизма и нацизма, это 23 жніўня. Мы уже в Беларуси не могли по-іншаму зрабіць сур'ёзную акцию на гэтую дату, як только организовать выправу в Катынь агульнанацыянальную. И гэта рабілася на працягу больш чым 10 гадоў. Вы все ведаеце светлой памяти Олеся Пушкина. Так вось, Олесь прымаў вельмі актыўны удзел в делегациях Руха Солидарности разом, якраз в Катыні. И зараз вы ведаеце, что путинская хеўра, яна зноў дакацілася до того, на чым стаял Сталин, на чым стояли коммунисты, наконт трагедии в Катыни. А Катынь не только вельмі близко от Беларуси. Калі там есть цудоўнейшы помнік, который поставлен на это место, где забивали поляков, а побач место, где расстреливали советских людей. И калі там стать и закрыть вочы и открыть, то адчуванне, быццам ты в Курапатах. Такий же ландшафт, такие же ямы и такая же тяжкая доля. Только в Курапатах был здійснений подвиг, бо белорусский народ насуперак уладзе, насуперак всему здольны был там зрабіць национальный некрополь. Это наогул уникально для всей европейской истории. Катынь – это так само и наш белорусский боль. Потому что, дзякуючы тым поездкам, студенты БДУ проанализовали списы расстрелянных в Катыни, и там вельмі шмат белорусов, потому что брали в основном офицеров запаса, и злочинно их знішчылі, и не только знішчылі, а лишь хлусили весь час, что это не коммунисты, не сталинское политбюро знішчало их, а нацисты. И в этой хлусне яны живут и сёння. И гэтая хлусня убивала белорусов в 20 стагоддзі. Убивала и Чернобылем. Шановные мои, праз всего некалькі дзён тут мусіць о 17:30 пачацца чарнобыльскі шлях. В час, калі Беларусь насуперак всему завезли тактычную ядерную зброю. На вялікі жаль, мне здаецца, только я рабіў абвесткі про гэты чарнобыльскі шлях. Таму я звяртаюся до организаторов, калі ласка, зрабіце, калі вы афішу 17:30 тут, 26 красавіка в Пятницу. А до вас, всіх, хто меня зараз чуе, вельмі великая просьба, распаўсюджвайце информацию. Бо у нас в Варшаве есть обовязок сказать в этот страшный трагичный день, что мы не забылись про чернобыльскую катастрофу, мы не забылись про злочинство Москвы супраць нашего белорусского народа. Мы не забылись то, что российский генштаб поставил нам Островецкую АЭС как стационарную ядерную бомбу. И мы категорично супраць того, как Москва мела свою ядерную зброю на территории Беларуси. Это вельмі важно. Тому будьмо разом. Запрашаю вас всех не только быть в Пятницу в 17:30 на этом месте, а лишь запрашать всех знакомых белорусов, бо мы мусим быть разом. И самое опошнее, глядите, калі ласка, мой YouTube канал, там мне значно больше часу, бо ситуация робится все горш и горш. И перед белорусами, якія на диаспоры, будут еще новые выклики. А то, что робится у нас на Батьківщині, можно характеризовать одним словом – жах. И вы про это ведаете. Тому будьмо разом, бо Беларусь жила, живе и будет жить. Бо все залежить от вас, людей. Людей, які вимушені были уехать с нашей Батьківщини. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!